Товарищи, русский должен знать, что он имеет против себя решительного врага, от которого он не может ждать никакого снисхождения. Убивай всякого русского, советского. Вот вам программа и указания людей, павших до уровня диких зверей. И эти люди имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации. Нации Пушкина и Толстого, Горького и Чехова, Суворова и Кутузова. Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. Вся наша страна организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. Было дни, когда наша страна находилась в еще более тяжелом положении и промышленностью, и продовольствием, и сырьем, чем 23 года назад. У нас есть теперь союзник, надежда, что вместе с нами единый фронт против немецких захватчиков. Замечательные армии, замечательный флот, вроде отстаивающий свободу и независимость нашей Родины. У нас нет серьезной нехватки ни в продовольствии, ни в вооружении, ни в обмундировании. Вся наша страна, все народы нашей страны отпирают нашу армию, наш флот, помогая им разбить охотницкие орды немецких фашистов. Наши людские резервы не исчерпаны. Дух великоления и его победоносные знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну, так же, как 23 года назад. Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков? Враг не так силен, как изображают некоторые перепуганные интеллигентики. Не так страшен черт, как его малюют. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала в паническое бегство хваленные немецкие войска? Если судить не по хвастливым заявлениям немецких пропагандистов, а по действительному положению Германии, нетрудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. В Германии теперь царит голод и обнищание. За 4 месяца войны гибли политработники, партизаны и партизанки. На вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы. Красная армия достойно выполнила свой патриотический долг и освободила нашу отчизну от врага. Отныне и навсегда наша земля свободна от гитлеровской нечисти. Теперь за Красной армией остается ее последняя заключительная миссия, а именно довершить вместе с армиями наших союзников дело разгрома немецко-фашистских войск. Добить фашистского зверя в ее собственном логове. Советского. Вот вам программа и указания людей, павших до уровня диких зверей. И эти люди имеют наглость призывать к уничтожению